Меня зовут Ахпермет Азизова. Ахпермет назвала меня тетя после прочтения трилогии Манас, так как Ахпермет звали жену Сейтека. Семья у меня большая, довольно большая. Родом я из Изыгуля. Семья у меня нас 6 родителей. Я самая старшая, кроме меня еще есть 2 братика и 1 сестренка. Я закончила школу-гимназию Тамчи в 2015 году. Во время обучения в 11 классе получила шанс поехать в Америку на 1 академический год и обучиться в американской школе. В 11 класс закончила в городе Хаббард, в школе Хаббард тоже. В данный момент обучаюсь в Кыргызско-турецком университете Манас на факультете гуманитарий, отдел английский язык и литература. Сегодня я студент, живу в общежитии, веду активный образ жизни. Жизнь в Америке, она абсолютно другая. Отличается полностью от того, что у нас тут, в Кыргызстане. И из-за этих отличий, разниц, мне было вначале очень сложно привыкнуть, потому что меня в 16 лет взяли и привезли в какую-то американскую семью и оставили там на 1 год. Вначале мне казалось, что этот год никогда не прилетит, а потом, после того, как я привыкла, год пролетело как 1 день. Были трудности в начале, именно я не могла привыкнуть к этим отличиям менталитета, культуры и школы, семьи. Все для меня было что-то новое. И особенно мне было сложно преодолеть языковой барьер, так как до Америки у меня не было шанса практиковаться или разговаривать с носителями языка. Вот. Но через 2 месяца после упорной практики у меня получилось преодолеть эту трудность. Что дал тебе Flex? Flex – это очень хорошая программа для молодых лидеров развивать свои потенциалы и получить новый опыт. То же самое получила я, как выпускник Flex, как финалист Flex. Я получила бесценный опыт, проживая в Америке, в новой семье, пробуя абсолютно новые вещи, приобрела новые навыки. И самое главное, у меня был шанс усовершенствовать свой английский язык. Так как я выросла на берегу Исыкуля, и, как вы знаете, Тамчи находится в курортной зоне, туда каждое лето приезжают туристы, и там у людей есть шансы делать какие-то стартапы, начинать какие-то бизнесы и заработать на жизнь. То же самое делали мои родители, и я им помогала. И первые мои заработанные деньги – это я продавала молоко соседям. Студенческая жизнь – это тот период, когда студенты, молодые люди должны по полной вкладывать в свое развитие и заниматься разными вещами, разными активностями, которые принесут нам пользу в будущем. Перед тем, как начать что-то делать, надо понять, что я получу потом в конце. Надо расставлять приоритеты. То же самое делаю я. Но я не отказываюсь от новых вещей. Я постоянно говорю «why not?» и просто пробую. И если получается, то и если я понимаю, что я получу очень много полезных вещей для себя, то я продолжаю этим заниматься. Например, я занимаюсь дебатами уже год и получила очень много успехов, навыков. Кроме этого, я занимаюсь спортом, участвую в разных студенческих конференциях и просто в свободное время смотрю новости, читаю книги. Это тоже, думаю, вклад в свое развитие. Тяжело ли было открыть английскую лигу дебатов
Не так уж тяжело, потому что интересующих людей было очень много, и английские дебаты, они очень актуальны в наши дни, потому что при помощи английских дебатов можно поехать за границу, участвовать на различных международных турнирах и тоже получить бесценный опыт. И это главной нашей целью было развивать именно английские дебаты в Кыргызстане, как в Казахстане или в других странах СНГ, и дать молодым лидерам возможность попробовать что-то другое тоже. Как побороть волнение перед публикой и как выработать в себе уверенность. Мне кажется, это вполне естественно волноваться перед выступлениями или чувствовать неуверенность перед тем, как начать что-то делать. Так как мы все люди, эти эмоции, они вполне естественны. И, это можно перебороть, преодолеть и стать очень хорошим спикером, который вообще не волнуется перед публикой. Ораторское искусство и выступление перед публикой – это те навыки, которые не приобретаются с рождения. Это надо развивать в себе. Надо преодолевать страх, неуверенность и заниматься теми занятиями, которые помогают именно развивать те навыки. Это была очень спонтанная номинация. Я даже не ожидала, что стану лучшим спикером. Это было в прошлом году, когда я была еще новичком в дебатах. И в том турнире были очень много моих тренеров, сильных остальных спикеров. И среди них, когда я получила номинацию лучшего спикера, я вначале не поверила. Даже когда они озвучили мое имя, я не услышала, потому что не ожидала. И была очень рада. И это требует очень много усилий, усердной работы. Я помню, до этого турнира мы с моим сокомандником долго готовились, всю ночь, читали много, ресерч делали. И мне кажется, только дисциплина и усердная работа может дать нам шанс получать такие номинации и выигрывать. Хотела бы себе двойника. Я бы не хотела себе двойника, но я бы хотела побольше братьев и сестер. Почему я не хочу двойника? Потому что еще один человек с таким же характером, как я, и с такой же личностью, как я, нет, не надо. Почему именно плавание? Я люблю любой вид спорта. Я люблю заниматься любым видом спорта, также и смотреть. И я очень большой фан разных видов спорта, как зимние виды спорта, как биатлон, футбол люблю, хоккей. И сама тоже с детства мечтала стать спортсменкой. С детства занималась волейболом, легкой атлетикой. И в этом году начала заниматься плаванием. У меня таких шансов не было, чтобы передо мной был выбор, и я выбирала, вот, я хочу заниматься плаванием, нет, я не хочу заниматься гимнастикой, не было такого выбора. Мой учитель физкультуры, он предложил мне заниматься плаванием, он сказал, что идет отбор, и у меня есть вполне хороший потенциал. И я пошла на отбор, ее прошла, и после того, как начались тренировки, я полюбила плавание. Я сейчас не могу жить без этого. На что тебе не хватает смелости? Скажу честно, мне, наверное, никогда в жизни не хватит смелости сделать первый шаг навстречу парню, который мне нравится. Это надо спрашивать у моих студентов. Одно я знаю точно. Я очень требовательный учитель. Я требую от них дисциплины, чтобы студенты посещали уроки, не пропускали, выполняли все задания, которые я им задаю. Потому что изучение языка – это очень долгий процесс, и это занимает очень много усилий и времени, и надо усердно работать, чтобы достигнуть хороших результатов. Но я стараюсь быть дружелюбной и создавать дружескую атмосферу в классе тоже, чтобы студенты тоже чувствовали себя свободно и не боялись выражаться.
Как эффективно выучить английский язык? Как я уже ранее сказала, нужна очень хорошая дисциплина. Все зависит от нас самих, как хорошо мы выучим, как эффективно мы выучим язык. Мне кажется, больше надо уделять времени на практику. Надо знать, например, даже когда учишь элементарные слова, надо знать, где и как использовать эти слова. Потому что просто выучить это неэффективно, что мы в основном делаем, да? И главное, это очень долгий процесс, это очень сложный процесс. И все, что новое, что мы начинаем, кажется для нас чем-то очень сложным, непреодолеваемым. Но это вполне нормально, надо только усердно работать и отдаться тому, что ты делаешь. Мне кажется, у друга не бывает пола. Я могу также хорошо общаться и с мальчиками, и с девочками. Главное, чтобы друг, этот человек, неважно, мальчик или девочка, хорошо тебя понимал, поддерживал и был просто твоим хорошим другом. Этого, мне кажется, достаточно. И не надо разделять их на мальчиков и девочек. Я работала над различными проектами, которые были направлены на социальное развитие. Я работала в основном работаю над социальными проектами. Вот, такие как Let's Clean Up, это было в прошлом году, флешмоб по очистке Сыкуля, берега Сыкуля, еще Help Others While Helping Yourself, помогая другим, ты помогаешь себе, проект, который направлен на распространение идеи волонтерства и так далее. Но в дальнейшем я планирую работать хочу попробовать себя в сфере бизнес-проектов тоже. Вот, это мои дальнейшие планы. Интересный вопрос. Если бы у меня была такая возможность, то я, безусловно, загадала такие желания, которые невозможно воплотить в реальность, которые я сама не в силах воплотить в реальность. Первое, возможно, я захотела бы стать президентом, самым молодым президентом какой-то страны, еще и женщиной, и делать такие вещи, чтобы все забыли про мой возраст. Второе, я бы хотела путешествовать по космосу. И третье, я бы хотела встретить Батыра Манаса самого. И увидеть, как они на самом деле жили, вообще существовал он или нет. Вот. Манас – это один из лучших университетов Кыргызстана, где обучается очень много студентов с очень хорошим потенциалом и где есть все возможности обучаться на хорошем уровне и получить грандиозный опыт. Также мне нравится атмосфера Манаса, простота в общении со студентами. Здесь у меня друзья, у меня вся жизнь пока здесь проходит, и из-за этого Манас мне очень дорог. А также я очень люблю еду в Емехане. Спасибо вам за то, что пригласили меня на этот проект. Мне очень понравились вопросы. И хотела бы пожелать всем студентам успехов на экзаменах финальных ваших, мира и благополучия нашей стране.